16 числа этого месяца Санталиев Амирхан Исаевич вместе со своей супругой выехали в неизвестном направлении в город Назрань и не вернулись домой. 17.05 около 3 часов ночи их сын Санталиев Магомед Амирхан 99 года обратился в ОВД по городу Назрань о том, что родители выехали, неизвестно их местонахождение. Утром того же дня, около 9 часов, на западной окраине города Назрань была обнаружена автомашина Toyota Corolla, принадлежащая Санталиеву, в салоне которой был обнаружен труп Санталиева Амирхана Исаевича с огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия были обнаружены гильзы. В ходе проведения следственных мероприятий 20 числа на окраине селения Майского в Северной Осетии вдоль железнодорожного полотна был обнаружен труп Санталиевой Заремы Абукаровны, также с признаками огнестрельного ранения, с побоями. По данному факту возбуждено Следственным комитетом по Республике Ингушетия уголовное дело по статье 105. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий. В данное время есть задержанные, устанавливаются лица, причастные к данному преступлению. Со слов правоохранителей, буквально в ближайшее время преступление будет раскрыто. Есть над чем работать и проводятся там мероприятия. Единственная просьба к жителям республики Ингушетии, пользуясь случаем, что те злоумышленники, те мерзавцы, которые совершили это преступление, они находятся сегодня где-то среди нас, могут прийти к нам домой кому-то, чтобы они этих людей не принимали, чтобы они им не предоставляли место для ночлега, в связи с тем, что они будут также являться соучастниками данного тяжкого преступления. Данное преступление всколыхнуло все общество в республике, тем более буквально в ночь Рамадана было совершено такое тяжкое преступление, и остались 4 несовершеннолетних детей сиротами, без отца, без матери. Это очень тяжелая обстановка. По факту совершения убийства в Сунжском районе, в станице Троицкой, 19.05 около 8:30 Аздоев Ахти Баширович 40 года рождения в ходе внезапно возникшей ссоры причинил огнестрельное ранение в области грудной клетки своему соседу Тачиеву Курейшу Камбулатовичу 55 года рождения, который в результате, не приходя в сознание, скончался в Сунжской ЦРБ. На месте происшествия также изъяты пистолет ПМ, снаряженный 6 патронами калибра 9 мм. И также 2 стрелянные гильзы. В тот же день, узнав о том, что его отец убит Аздоевым, сын Тачиева Курейша, Тачиев Руслан Курейшевич 86 года, причинил ножевые ранения Аздоеву Ахти Башировичу, который также впоследствии скончался от причиненных телесных повреждений. По данному факту Тачиев Руслан Курейшевич задержан, водворен в изолятор временного содержания. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса. Проводится также комплекс оперативно-следственных мероприятий. Что тут возмущает? Возмущает то, что и соседи, и люди, которые проживали в данном населенном пункте, знали, что между данными соседями не один, не первый год назревает такой конфликт, такой скандал, в результате того, что один из них содержал бойцовских каких-то пород собак, и в результате у них от времени к времени возникали такие ссоры, скандалы. Но тем не менее не приняли никаких мер, и конфликт дошел до того, что сегодня совершено тяжкое убийство также в месяц Рамадан. По всем этим фактам следственно-оперативные мероприятия проводятся. Министр внутренних дел также выезжал на место происшествия. Даны все поручения следственно-оперативным группам, и которые проводят в дальнейшем свои плановые мероприятия. Жители должны этих людей сдать по закону. Да. И каждый, кто... Вот здесь надо отдельно там, дать те поручения и рекомендации следственным органам при опросе, когда вот тех, которые находятся в розыске, задержат, там, где они прятались, все адреса выявить. И, по закону наказывать тех, кто этих преступников принимает. Не только этих, вообще преступников. Мы просто над этим дальше не работаем. Преступника задержали, а дальше копать, где он спрятался, кто его прятал, нарушение закона, не хотим. Есть поработать раз.
Второе, здесь дайте поручение нашим социальным службам по оформлению сиротства детям, чтобы не затягивали тоже этот вопрос. Это тоже обратите внимание. По Аздоевым и Тачиевым тоже роль и место деятельности участкового на месте. Почему он эту проблему не видел? Напишите, проведите там специальное расследование по этому факту. И роль и место главы села. Почему глава села этого бардака не видел? Глава района не видел? Тем более мы уже не раз говорили. На примере этого сделайте базу данных этих проблемных адресов. Если там соседи бок о бок живут, и у них между ними какие-то проблемы возникают. Или надо их развести в разные стороны, там, или надо их помирить, но что-то же надо с ними делать. До 10 там, июня, к примеру, сделать эту базу данных. Давайте мы по этой базе данных, там, собирая там, глав муниципальных образований сельских поселений, поговорим, как лучше сделать так, чтобы вот эти потягушки, так называемые, детские, не превращались в вот такие преступления двойные. Ну и, конечно, все должны понимать, каждый несет ответственность за преступление, которое совершил. Никому не должно быть пощады в этом деле. Здесь надо всегда принимать сторону тех, кто пострадал. О них надо думать. Надо держать и главы администрации, секретарю безопасности на личном контроле эти вопросы. Обращать на это внимание. Ну, а вот этих товарищей, которые там убийцы этих, с учетом мнения там следствия, там посмотрите, чтобы не было опережения. По телевизору показывают. Те, кто в розыске, крупным планом совершено преступление, преступник не нашли, показывают по телевизору. И это как раз сигнал тем, кто его спрашивает. Не ему. Не ему. Это сигнал любому, который скажет, я не знал, что он преступник. Сегодня прямо начните это следствие и вы все выставить и показать, почему. По какой причине. Да, в соцсетях-то я понимаю, но на телевидении официально надо показывать. Люди должны верить официальным каналам, а не соцсетям. Знаете, обратите внимание.